Здравствуйте, я шеф-повар Данияр Деркембаев. Я рад поделиться некоторыми идеями по приготовлению блюд для маленьких детей. Прежде чем мы начнем, я хотел бы поговорить о важном для всей семьи. Вы что-нибудь слышали о 1000 днях окно возможностей? Это время от беременности женщин до 2-го дня рождения ребенка. Физическое и умственное развитие ребенка до полного потенциала зависит от правильного ухода и питания ребенка в первые 1000 дней. Я собираюсь поделиться некоторыми рецептами, которые вы можете попробовать приготовить дома. Ингредиенты для этих рецептов вы можете купить в магазинах, и эти рецепты понравятся всей вашей семье. А сегодня мы будем готовить с вами гречневую кашу. Гречневая каша очень полезный продукт, и ее можно прикармливать детям, начиная от 6 месяцев. Но не забывайте, что и во время прикармливания необходимо детям давать грудное молоко, поскольку именно оно содержит все необходимые вещества для ваших маленьких детей. А теперь мы помоем руки. Родители или опекуны детей должны мыть руки с мылом и водой перед приготовлением и кормлением ребенка. Необходимо, чтобы родители или опекуны детей приучили детей мыть руки с мылом перед приемом какой-либо пищи. Для приготовления этого блюда нам понадобится крупа гречневая, сливочное масло и вода. Прежде чем приступить к приготовлению этого блюда, необходимо перебрать гречку, так как в ней могут попадаться камушки и посторонние предметы. Поэтому я возьму тарелочку и частями буду пересыпать сюда гречку. Гречневая каша – отличный вариант для детей от 6 месяцев. Это самое время для начала дополнительного кормления. Грудное молоко содержит все питательные вещества и жидкости, которые нужны младенцам в течение первых 6 месяцев жизни. После 6 месяцев грудное молоко остается важной частью питания ребенка, но необходимо добавить другие продукты для удовлетворения растущих потребностей и нужд ребенка в питательных веществах. Очень важно начинать дополнительное кормление для вашего ребенка с овощных и фруктовых пюре. Блюда, которые едят ваши дети, должны быть питательными, потому что они едят небольшими порциями за один раз, поэтому блюда должны насыщать ребенка, они должны давать ему достаточно энергии и питательных веществ. Гречку мы перебрали, а теперь нам необходимо ее тщательно помыть. Дети, переходящие за общий стол в возрасте 1 года, могут употреблять гречневую кашу с мясо-овощной подливой в качестве гарнира. Помытую гречку теперь я переложу в кастрюлю, залью водой и поставлю и кипеть. А когда вода закипит, мы сольем ее, чтобы убрать горький привкус. Нальем новую воду и поставим ее варить. Как только вода закипит, ее необходимо слить для того, чтобы удалить горький привкус гречки. А теперь я добавлю 1 стакан кипяченой воды и доведу до готовности наш продукт. Пожалуйста, не забывайте, что ребенку необходимо 3-разовое горячее питание и 2 перекуса. Кормление должно происходить часто, потому что у ребенка маленькие желудки, поэтому ему нужна богатая энергия питания и обязательно разнообразная.
А ближе к 1,5 годам маленькому гурману можно добавлять в гречневую кашу пассерованный лук, морковь и тыкву, а также несколько кристалликов соли. Теперь готовую кашу мы выкладываем в тарелку или чашку. А теперь мы добавим в кашу немножко сливочного масла. Тщательно перемешиваем. И подаем к столу. Чтобы получить доступ к этому рецепту или скачать всю кулинарную книгу, посетите веб-сайт, указанный на экране. А сейчас я вас ознакомлю с ингредиентами для этого рецепта. Основные ингредиенты: полстакана гречневой крупы, желательно светлую, хорошо очищенную крупу высшего сорта, около 84 грамм, 1,5 стакана воды, пол чайной ложки сливочного масла. Помните, что здоровое поколение – это наша ответственность и наше будущее. А я желаю вам приятного аппетита!